Посмотрите, у меня в руках находится пакет с водой. Если у воды форма, формы у воды нет. Вода – это жидкость. Возьмите стаканчик с водой и налейте в салатник, вазу, кто куда хочет. Сделали вывод? Воду можно наливать и переливать из одного сосуда в другой, но она сама не имеет формы. На столе стакан с водой и стакан с молоком. В обоих стаканах находятся ложечки. В каком стакане ложка видна? Почему? Какая вода? Через воду ложка видно. Вода прозрачная, поэтому ложку видно хорошо. Молоко белое и непрозрачное, поэтому ложку не видно. Вывод: вода бесцветная, прозрачная. Сейчас мы будем делать эксперимент «Радужная вода». Для этого нам нужен бокал, шприц, краски, 4 стаканчика, ложка, сахар и вода. Теперь в каждый стаканчик наливаем одинаковое количество воды. Первый стакан мы не насыпаем сахар, второй стакан мы насыпаем пол ложечки сахара. Третий мы насыпаем полную ложку сахара. Четвертую мы насыпаем полную и половинку ложку сахара. Сахар размешаем ложкой. Сахар полностью растворился в воде. Теперь первый стаканчик мы берем желтый цвет краски и мешаем. Во втором стаканчике мы добавляем красный цвет краски и мешаем кисточкой. Где-то есть друзья, как их найти, не знаю. А если я с пути собьюсь и мимо прошагаю? В третьем стаканчике мы добавляем синий цвет краски и мешаем тоже кисточкой. В четвертом стаканчике мы добавляем зеленый цвет краски и мешаем тоже кисточкой. Сказала мне однажды, ты должен добрый быть в пути, упорным и отважным. Теперь берем шприц и набираем воду с первого стаканчика и на дно бокала медленно вливаем. А если я с пути собьюсь и мимо прошагаю, но бабочка прекрасная сказала мне однажды, ты должен добрым быть в пути, упорным и отважным. Так, по очереди всех вливаем в бокал. В саду прекрасном можно быть пчелой, раз вы жужжите, лягушкой, птичкой, пауком, а мне кем быть, скажите? Прекраснейшая бабочка сказала мне однажды, ты должен добрый быть в пути.
отважным. На свете где-то есть друзья, как их найти, не знаю. А если я с пути собьюсь и мимо прошагаю, но бабочка прекрасная сказала мне однажды: ты должен добрым быть в пути, упорным и отважным. В саду прекрасном можно быть, пчелой раз вы жужжите, лягушкой, птичкой, пауком, а мне кем быть, скажите? Прекраснейшая бабочка сказала мне однажды: ты должен добрым быть в пути, упорным и Как видите, у нас что получилось? У нас получилась радужная вода. Вот, чем больше мы добавляем сахара, тем больше плотность воды, поэтому разные цвета не смешиваются. Чем вы больше используете цветов, тем лучше. Спасибо за внимание. До встречи!